Вы слушаете радио «Спутник Абхазия». В первую очередь хочется узнать, как проверяется качество морской воды. Морская вода в период с 15 мая по 15 октября проверяется еженедельно на санитарно-бактериологические показатели. То есть мы ищем санитарно-показательную флору. И дополнение, но это не только сейчас, это в принципе делается каждый год, вода проверяется на форму 30, то есть на наличие холерного вибриона. А где берутся заборы? Вы берете в одном месте или в нескольких местах? Как это происходит? У нас определены стандартные точки. Их 14 на сегодня. Это вот в устье реки Киласур, Медицинский пляж, Мока-пляж, пляж Айтар, Локомотив, МВО, гостиница Рица, ДЭМ, Эльбрус, Синяя птица, бывшая инфекционная больница, ныне пляж Дельмар, улица Морская, бетонный завод и, соответственно, последняя точка – это пост ГАИ перед рекой Гумиста. То есть фактически все побережье города Сухум между двумя реками обследуется. А вот последние дни установилась такая жаркая, удушливая погода, и морская вода тоже прогрелась почти до 27 градусов. Как вот эта вот температура, она влияет на качество морской воды? Температура, как правило, повышает скорость размножения бактерий. Как вы понимаете, бактерии, они есть везде. Они есть в почве, они есть в воде, они есть в воздухе. А главное, чтобы там не было болезнетворных. Санитарно-показательная флора, как правило, увеличивает свое количество, потому что любит тепло. Но некоторые боятся вообще в такое время купаться, когда очень теплая морская вода. Как вы думаете, есть ли вот такая опасность, стоит ли вообще избегать купания вот слишком теплой, что ли, если так правильно? В основном люди не любят купаться в теплой воде, потому что она не дает желаемого эффекта, то есть не освежает. По поводу безопасности, что касается именно бактериальной опасности, по имеющимся у меня анализам воды на данный момент такой опасности нет. Но я почему делаю упор на слово «бактериальное», потому что кроме бактерий есть еще и вирусы, которые тоже могут присутствовать в морской воде. К сожалению, на наличие тех или иных вирусов наша лаборатория, республиканская центральная наша лаборатория санэпидслужбы, не может сейчас выполнять анализы из окружающей среды. То есть фактически пока еще, как мы видим, ковидная эпидемия не закончилась. Все силы лаборатории направлены на определение коронавирусной инфекции и на расшифровку вот этих наших летних диарей. Да? У людей много кишечных заболеваний, то есть часть сил отвлечена на расшифровку этих заболеваний. То есть нам тоже надо понимать, почему это с людьми происходит, кто виноват. Поэтому на наличие вирусов морская вода не отбирается. Хотя, я не повторяю, там могут находиться и в немалых количествах. Тогда такой вопрос. Как выбирать правильные места для купания и время для морских купаний? Вот что бы вы посоветовали? Для морских купаний оптимальное время – это утренние часы и вечерние часы. Это даже не столько связано с качеством морской воды, больше это связано с тем, что температурный режим в это время наиболее благоприятный, особенно если люди отдыхают с детьми. Всегда, вы, наверное, помните, бабушка водила вас на море утром и вечером, да? До 11 утра где-то и где-то с 5-6 вечера и, соответственно, уже до 9-10 часов вечера. Это то время, когда невозможно получить солнечный удар и невозможно перегреться. Не стоит загорать и купаться тоже в период где-то с 12 часов дня до 3 часов дня. Это опасный период. Если находиться под прямыми солнечными лучами, можно получить ожоги и можно получить солнечный удар. Если находиться в тени, то ожоги и солнечный удар не получите, но зато вполне можете получить перегрев или так называемый тепловой удар. То есть утром и вечером. Вот это нужно железно запомнить, что опасно купание с 12 до 4 часов категорически, особенно с детьми. Особенно с детьми. Детки очень быстро перегреваются, у них еще несовершенная терморегуляция. И потом самое интересное, что перегрев у детей, тепловой удар, он
очень напоминает кишечную инфекцию. Поднимается температура, появляется рвота, может быть жидкий стул. И всего лечения в этом случае восполнить воду, которую ребенок теряет путем питья, да, и позволить ему находиться в прохладном помещении. И организм нормализуется сам. Но лучше до этого все-таки не доводить. А вот по поводу несанкционированных выпусков, да, и неочищенных стоков в море, курортная отрасль, да, развивается, и санитарная служба должна в том числе следить за тем, чтобы вот таких вот случаев не было. И вообще сохраняется, да, вероятность, что кто-то, какие-то вот постройки, новые постройки, и в море вот такие стоки могут попасть. Как вы это контролируете? И были ли вообще случаи в этом году зафиксированы? Значит, смотрите, такие случаи можно проконтролировать только единственным способом – вскрыть ливневую канализацию и, соответственно, обнаружить незаконные врезки. У санслужбы нет техники, рабочих и средств для того, чтобы выборочно производить такие вскрытия. Поэтому, когда город проводит ремонт ливневой системы канализации, вот тогда мы обнаруживаем вот эти незаконные врезки и, соответственно, их рабочие глушат, чтобы не попадали вот эти стоки в ливневые каналы. И, соответственно, тогда уже переключают вот таких владельцев в систему подфекальной канализации. А без того, чтобы вскрыть ливневый канал, к сожалению, эту работу провести невозможно. Поэтому, да, по мере того, как город ремонтирует ливнестоки, эта работа ведется. Поняла вас. А вот еще один вопрос у меня по поводу медуз. Когда температура морской воды повышается и медуз в море становится больше, как вы считаете, это опасно, такая встреча с медузами? Что вы вообще посоветовали бы тем, кто купается в море, где много медуз? Тут вам лучше спросить у экологов. Насколько я знаю, медуз, которые жалили бы, давали какие-то опасности для здоровья, да, представляли, у нас нет. Максимум это небольшой ожог аллергического характера. Когда много медуз, наверное, в воду, если их боятся, то лезть не стоит. Я вам тут не советчик в плане медуз. Убить она не убьет. Вот проблема, когда с детьми обычно купаются, заглатывают иногда воду и отравляются водой. Вот что бы вы посоветовали родителям? Что можно предпринять? Вдруг вот ребенок твой глотнул воды морской. Что можно сделать, чтобы предотвратить отравление? Есть какие-нибудь такие советы, предупреждающие отравление? Наверное, на меня родители обидятся, но самый первый совет – это не бросать детей на самостоятельное купание, следить за ребенком, находиться рядом с ним и напоминать ребенку о том, что ротик должен быть закрыт, наблюдать за тем, как ребенок купается, да? Потому что мы видим часто случаи, ребенка посадили в зону прибоя, мама смотрит в телефон, ребенок с открытым ртом радуется, я понимаю, ребенку хорошо и весело, но потом он наглотается все-таки воды. Если дети совсем маленькие, то родители должны тщательно следить за тем, чтобы они не облизывали камни, что для ребенка является вполне нормальным и естественным такое поведение. Но просто это поведение мягко, аккуратно должно пресекаться родителями. Не нужно брать с собой на море скоропортящиеся продукты. Бутерброды разнообразные, колбаску, еще что-то. На море лучше брать не портящиеся продукты, такие как фрукты, сухое печенье, что-то в этом роде. И обязательно перед тем, как дать ребенку любую еду, руки его нужно помыть или протереть влажной салфеткой. Благо сейчас ассортимент данных салфеток огромный. И в том числе антибактериальные. В том числе антибактериальные, конечно же. И тогда это значительно снизит риск того, что ребенку будет плохо. Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».